Ну, всю предизбирательную кампанию в Крыму, которая с точки зрения международного права украинского законодательства, конечно, является незаконной, можно разделить на два условных блока. Во-первых, это официальная пропаганда, тех бигбордов, которые вы показывали, каких-то собраний, проводимых местными политиками, агитирующими просто пойти на выборы или агитирующими за конкретного кандидата. И вторая – это неформальная часть, которая состоит из различного рода давления, угроз, которые официальные лица, руководство учреждений, предприятий, руководство муниципальных, то есть местных образований делают в отношении избирателей, в отношении различных сотрудников, госучреждений и так далее, и так далее. Такого колоссального давления, а в Крыму после референдума была избирательная кампания 2014 года, 2016 в Госдуму, это уже как бы четвертое подобное мероприятие, проводимое в Крыму, но такого колоссального давления на избирателей, наверное, в Крыму еще не было. Просто, не оставляют для многих выбора. И все это, я напомню, на фоне уже 4-годичного запугивания людей, проживающих в Крыму, особенно активных людей, которые не боятся проявлять свою гражданскую политическую позицию. И глядя на эти многочисленные обыски, аресты, судилища, естественно, очень многие в Крыму задумываются над тем, насколько они готовы противостоять этому давлению и угрозам. Угрожают потерей бизнеса, угрожают увольнением с работы, собирают родительские собрания в школах, не предупреждая, что туда приезжают. Звонит Крым, я просто хочу сказать, что уже звонки из Крыма, да. Нариманбей, Аннадем, хорошо, я вас услышал. То есть держится крымско-татарский народ, вот так, чтобы вот материковая Украина услышала? Насколько мне известно, хотя, конечно, я 100% охватить всех своих соотечественников не могу, но я уверен, что большинство крымских татар не пойдут участвовать в этих выборах, за исключением, наверное, тех, кто под давлением обстоятельств, тех, кто находится на госслужбе, врачи, учителя, госслужащие и так далее. Это вот наиболее слабая часть избирателей, независимо причем от национальности, которые где-то, наверное, вынуждены будут пойти. Хотя я уверен, большинство из них же испортит бюллетени и не будет голосовать за кого-то, но явку они определенную продемонстрируют. Но я хочу предупредить, что у нас есть предположение и пока что мало проверенная информация, что огромное количество людей, приехавших с российского материка, которые здесь работают на строительствах дорог, терминалов, аэропортов и на других местах, будут по соответствующей процедуре голосовать именно в местах компактного проживания крымских татар. И официальная статистика будет показывать, что в месте компактного проживания крымских татар оказалась вдруг высокая явка. И вот подобные фокусы, естественно, будут проводиться. Я уже не говорю о телепропаганде, той картинке, которую счастливые крымско-татарские избиратели или украинские избиратели и другие будут показывать на российских ТВ. Нариманбей, я знаю, как относятся простые люди к вам сейчас в Крыму. Я знаю, как они с таким пиететом относятся, когда куда-то приходите. Чувствуете ли вы себя там действительно вот той украинской властью, именно легитимной властью? Чувствуете себя? Это дает вам силы? Естественно, я хотел бы сказать, что силы дает та реакция людей в повседневном общении на ту позицию, на те убеждения, которые я, мои коллеги и друзья, участники национального движения, демонстрируем публично, в частности, и в этой программе. И люди подходят и постоянно пожимают руки, кто-то обнимает и говорит, что продолжайте, мы с вами, и таких людей очень много. Фактически, я думаю, эту реакцию Украина, украинское государство может принимать и на свой счет.